Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире полчаса Риги Когу с депутатом эстонского парламента Валерием Курбом. Здравствуйте. Пожалуйста, Валерий Николаевич, прошу начать нашу передачу по традиции с обзора событий в Риги Когу в течение недели. Эта неделя была достаточно замечательная в плане того, что и во фракциях, по крайней мере в центристской фракции, и в парламенте проходили мартовские выборы. Это стало традицией, что и это записано в порядке работы парламента, выборы председателя парламента и его двух заместителей. И интрига была в том, что насколько сейчас, скажем так, в плане поддержки председателя парламента господина Нестора поддержит оппозиция. И опасения оказались не напрасны, потому что он набрал 51 голос, то есть еле-еле, скажем, больше 101, половина от 101, да, все-таки в ту сторону. Но если учитывать, что несколько человек из коалиции, сегодня действующей коалиции, были в командировках или в каких-то, участвовали в каких-то мероприятиях на уровне Европейского Союза, поэтому можно считать, что коалиция единодушно, единогласно в плане поддержки председателя господина Эки Нестора выступила. Второй момент – это момент, конечно, выборов заместителей, поскольку от центристской фракции был господин Эн Эсма, от реформистской или оппозиции, в принципе, всегда возникает такой, правило хорошего тона. Одно место из заместителей представлять во фракции, то фракции, которые являются в оппозиции, то никто иной, как господин Рейвас, бывший премьер-министр, был точно так же удачно избран на этот же пост. Поэтому ничего такого кардинального или неожиданного в плане выборной кампании в четверг проходящего у нас такого мероприятия, когда избирательная комиссия, здесь время дается на подумать, полчаса, потом идет подсчет. Журналисты питали, конечно, всегда интерес к первому мероприятию, если или новая коалиция возникает, или продолжает старая, после того, как прошли парламентские выборы, то в этот раз, несколько человек, которым было интересно, что же тут будет и как тут дальше пойдет. Поэтому эта неделя была связана, я бы сразу с четверга начал, поскольку, да. И выборы были у центристов. Я, насколько знаю, во фракции вы вновь выбраны заместителем председателя. Да, у нас тоже поздравляю. 25 человек было на месте, поскольку не все, скажем, смогли присутствовать на фракции, да, и вот то руководство, которое осталось и которое было в прошлом году практически в конце года после некоторых таких неуверенных дебатов избрана, она продолжает работать, поэтому этот момент такой, скажем так, по среда-четверг будем, наверное, считать по программе как бы исчерпанной. Это показывает, что насчет центристов, насколько я понимаю, это показывает, что достаточно стабильно фракция работает, нет раскола, нет вот этого. Я бы здесь, наверное, отметил бы очень четкую и мудрую, наверное, все же теперь уже можно говорить о некотором времени или подводить какие-то итоги конгресса центристов, который состоялся в прошлом году, избрание председателем Юрия Ратаса. И я хочу сказать, что в этой ситуации достаточно, мне кажется, он очень мудрый и достаточно взвешенно поступал с распределением портфелей, и ведь никто иной, как назначение, скажем так, и министров, которые раскладывалось, там тоже будем откровенны, что ведь фактически будем говорить о ситуации с назначением министра по делам сельского села или сельского хозяйства, тоже ведь это не секрет ни для кого, что кандидатура была из той, скажем так, маленькой, в кавычках назовем, оппозиции в центристской фракции. И мне кажется, что мудро распределить и посты, и портфели, которые выделяются, да, которые идут за, скажем так,
числятся за центристской фракцией. Это тоже, мне кажется, что уже сегодня повлияло, поэтому ведь и один из заместителей председателя фракции, господин Эрки Сависар, тоже ведь из числа людей, которые, может быть, несколько по-другому смотрят на ход развития сегодня в центристской фракции, поэтому мне кажется, что здесь очень справедливое и очень такое грамотное распределение портфелей и обязанностей тех, кто входит в центристскую фракцию. Мне кажется, что это играет на руку вот ситуации, которая сегодня складывается. Но, тем не менее, есть свое мнение. Демократическое государство, демократическая фракция, которая работает в парламенте, поэтому у каждого есть взгляд, как должно проходить. И мне кажется, что просто с этим надо не смириться, а с этим надо просто свыкнуть, о том, что у каждого человека есть свое мнение. Оно может быть не совпадать с тем, о чем ты думаешь, но тем не менее к этому мнению надо относиться уважительно. Вот. А что касается тех моментов, документов, которые рассматривали, я очень быстро. Как всегда идет вопрос от свободной партии, это вопросы, связанные запросы в понедельник, их было 8, на которые отвечала канцлер права госпожа Юлия Мадисе, министр образования Майлис Репс, премьер-министр Юрий Ратас и никто иной, как министр юстиции Урмас Рейнцеву. И вот вопросы касались, в первую очередь, в запросах касались непосредственно проходящей административной реформы. Дальше вот о русских школах, Майлис Репс говорил о русских школах, о переходе на запрос опять от наших коллег по ЭКРы. Это вопросы конкретно касались эстонского языка. Майлис Репс также говорила в запросах об сети, не что иное, как вот государственные гимназии и их распределение по Эстонии. Это Майлис Репс приходилось отвечать еще и на программу развития эстонского языка с 2011-2017, то есть практически уже подходит к концу этот срок, принятый в 2011 году программы. Очень жесткий вопрос был премьер-министру, и никто иной, как опять ЭКРО, наши коллеги из консервативной партии требовали и спрашивали об ситуации, которая складывалась с 2004 года, когда, вы знаете, что были упразднены пограничные войска, назовем это большим словом, войска, поскольку для Эстонии 1500 человек, которые работало в тот момент на границе, и вообще о состоянии дел границы, пришлось премьер-министру говорить на эту тему, и ему же пришлось отвечать на вопросы, которые связаны, по мнению, опять же, свободной партии, о том, что не очень грамотно идет вопрос, скажем так, ограничивания, да, то есть ситуации с административной реформой в Пярну, то есть и вокруг Пярну, на что очень мудро выступал наш коллега, который представляет непосредственно саму Пярну, и отвечал на то, что ведь это все создано, этими решения приняты на заседаниях волостных собраний и подписанные бумаги, которые непосредственно говорят о создании границы вокруг города Пярну, вот большого такого конгломерата. И у нас тоже сейчас, скажем, в этом раз мы немножечко, наверное, в первом вопросе отмечали, скажем, юг северо-востока, но тем не менее, вот это все сегодня предложение партии, правительства, поэтому будем откровенны, что здесь тоже не все, как по мнению некоторых наших коллег, принятое решение соответствует желаемому. Ну, что ж, 1 340 000, наверное, сейчас населения. Я думаю, что у каждого из нас есть, или вообще его нет, когда не задумываешься, наверное, мнение об административной реформе. И последний был вопрос, вот опять коллеги из ЭКРы поднимали вопрос регистрации. Вот однополые браки, мы знаем, что первая часть этого большого, достаточно скандального закона была принята. Сейчас нужно принимать очень большое количество подзаконных актов, которые бы вносили бы, но с этим делом не так все просто. И вот как раз этих коллег интересует вопрос, а как же будут регистрироваться. То есть это же очень важный вопрос.
Во вторник был принят закон об упаковке. Мы неоднократно уже здесь в студии говорили. Это не что иное, как борьба за охрану окружающей среды. И та упаковка, которых мы привыкли в магазине видеть в качестве маленького пакетика пластмассы. В конце концов, уже в среду было принято третьем чтении, поэтому здесь я только хочу сказать, что из расчета 2019 года идет ситуация на 90, скажем, среднюю, да, я беру среднее, усредненное на использование одного человека, не так, как в некоторых государствах, давайте мы сразу все отметем, потому что это действительно очень интересная такая большая тема по экологии, поскольку, как известно, пластмасса имеет очень долгий период распада, и все, что попадает, собственно говоря, значит, контейнерный ящик, и то, что попадает просто в природу, и то, что попадает посредством реки, там, в океаны, в воду, это действительно очень большая проблема, поэтому я хочу сказать, что к 2025 году вот поставлена задача, к 2025 году, чтобы это количество потребляемых маленьких пакетиков, которых мы пользуемся в магазине, покупая там морковку там, или покупаем что-то из продуктов питания, чтобы это количество было доведено до 40. Вот это большая задача, потому что придя в магазин и не найдя эту упаковку, то начинаешь возникает мысль, а как я это донесу до дома. Поэтому вот сейчас прежде такой первый шаг сделан, и будем надеяться, что... Мне кажется, когда начинали обсуждать, я выступал на заседании комиссии, мне кажется, что здесь несколько с другого конца мы начали, потому что все равно нужно дальше продолжать раздельное собственно, сбор бытового мусора, то есть по контейнерам, как мы прокатили, стеклотару, пластмассу, общую, где можно разбирать. Вот от этого зависит, будет этот пакетик, попадет вот в этот в океан или в море, или в природу, в лесу где-то будет выброшенным. А сейчас это все, скажем, промежуточно, и с другой стороны, если мы все равно собираем в один контейнер, везем, например, на станцию Иру, мы вот несколько недель назад был разговор, когда с Ленинградской области приезжали, смотрели всю эту ситуацию, то ведь коэффициент непосредственно вот этого сжигания, в принципе, и получения тепла, он же все зависит от того, насколько туда попадает пластмасса. Чем больше это пластмассы, тем больше теплотворность вот этого одного куба, одной тонны мусора, который сжигается. Но с другой стороны нужны очень мощные, сильные фильтра, которые не пропускают это, опять же, через воздушную среду до населения, которое живет в этом зоне. Но еще раз скажу, что закон об упаковке в таком виде, в каком он представлялся, в третьем чтении был принят, поэтому будем говорить, что с этим сегодня эпопея закончилась. Второй вопрос – это был закон о железной дороге и общественном транспорте. Вот здесь идет такое опять подравнивание под европейские законодательные акты, которые директивами принимаются. Это не что иное, как вот сертификация удостоверений тех людей, которые работают на транспорте железнодорожном, водители вот этих пассажирских поездов, водители, можно назвать, да, водителями, те, которые вот работают на тепловозах, электровозах, работают, вот, перемещая, скажем так, просто груз, поэтому европейские требования для всех 27-8 государств, оно начинает требовать. Дальше, в среду первый вопрос, это был в третьем чтении, как раз закон о ценных бумагах. Здесь тоже несколько есть таких прецедентных случаев, когда ими несколько попадает в зону криминальных, собственно говоря, параграфов, поэтому вот ужесточение наказания по ценным бумагам и их использованию было как раз в третьем чтении тоже закон принят. Закон о бизнесе. Вот здесь не что иное. Интересна сегодня ситуация, если вы имеете эстонскую фирму, то вы должны иметь штаб-квартиру, работать на территории. Закон о бизнесе говорит о том, что она должна существовать и работать на территории значит, нашего государства. Сейчас это несколько рассматривается в другом виде, в виде филиалов, она присутствует на других точках мира, но с другой стороны сегодня
наоборот, может фирма работать, уйти, скажем, работать в какой-то, но здесь должно быть представительство. В виде, вот закон говорит о том, это может быть нотариус, адвокат или кто-то делает, кто вот этим вопросом, ну, кому это интересно, то я предлагаю посмотреть. Во втором чтении этот вопрос был рассматривался, и надеюсь, что вот в следующем, в начале апреля месяца, третье чтение, когда закон будет принят. Закон о гражданстве. Вот здесь пытаются, значит, он был прерван, правда, во втором чтении, господин Муть о нем докладывал, Мартнуть, но здесь не что иное, как проблема, связанная с работой за границей, и вот права и обязанности, например, тех, кто приезжает работать в какое-то государство, опять подравнивается вот директивой от 2014 год, директивы Европейского Союза номер 54, вот она сегодня пытается через законодательство во всех наших государствах, которые входят в Евросоюз, они пытаются вот подвести под единый такой комплекс, чтобы не возникало, что в Болгарии там, или где-то в Италии один закон, Эстонии, Латвии, Литве, там, Прибалтике другие, поэтому здесь идет как раз вот в законодательном плане, это очень важно, потому что это, наверное, будет и на перспективу, поскольку везде платят налоги. Вот мне кажется, что здесь достаточно интересная тема для тех людей, которые вот непосредственно занимаются. Очень интересный вопрос, который показал, мне кажется, ну, сегодня всю ситуацию, это закон о жидком топливе, да, ведеркюттесиадус и мутмисесиадус эрну. Ну вот этот вопрос, который, мне кажется, что придется достаточно много за предстоящие 3-4 года сделать, поскольку Европейский Союз требует от того, чтобы вот использовать в качестве и топлива, которое используется в качестве транспорта, используется в транспортных фирмах и вообще в транспорте, должно к 2020 году биотопливо должно занять, значит, подняться планку до 10% в общем количестве. Сегодня эта планка, надо сказать, что только всего лишь в 2015 году, вот по данным статистики, 0,2%. Представляете, что сколько приходится, еще 9,8% разница между вот этими цифрами. И тут расписано как раз, насколько должно быть в 17, 18, 19, 20 годах. И вот в 2020 году, еще раз повторяю, должно быть не менее чем 10%. Ну, что ж, биотопливо, вы сами представляете, что это и отходы, это и всевозможные газовые генераторы, которые происходят и которые возможно использовать. Но самое интересное, что в Эстонии достаточно много автомобилей, технические характеристики которых позволяют переходить на биотопливо, поэтому здесь тоже наверняка будет во втором чтении этот закон был принят, и тут наверняка будет еще разъяснение, пояснение, что можно будет сделать для того, чтобы на уровне государства вот этот вопрос поставить на место. Следующий вопрос – это закон о рынке электричества, по электричеству, то есть электритурусиадус, мутмисесиадус, котором, наверное, стоит говорить больше об технических вопросах. Следующий параграф, о котором мне бы хотелось, закон, о котором хотелось бы мне сказать сегодня здесь на передаче, это не что иное, как параграф 20, лодус экайцесиадус, это закон, который инициировала никто иное, как о защите природы. Параграф 20 инициировал никто иное, как канцлер права, поскольку у нас есть ситуации, которые практически около 200 больших папок, я думаю, там, наверное, и не одна папка, с участием людей вот, в приобретении людьми куска земли или там площадки земли. У каждого, может быть, это по-разному. Люди взяли в банке займ для того, чтобы эту землю выкупить, и сегодня государство пришло и на эту территорию сказало, что здесь будет природоохранная зона.
То есть, видите, так много ситуаций, которые складываются даже с наличием земли. Поэтому вот сама канцлер права выступила с инициативой о том, что это надо как можно быстрее разрешить. На нашей комиссии, по комиссии по охране окружающей среды, этот вопрос рассматривался. И я хочу сказать, что на этот год, на 2017 год, вот в качестве компенсации или выкупа земли, или вот выплату за этот участок, который все-таки перешел в пользование государства, предусмотрено чуть больше 2 миллионов, точнее сказать 2,1 миллиона. Поэтому вот этот процесс пойдет, но хочу сказать, что это не та сумма, которая вот на эти 200, практически около 190, по-моему, если память не изменяет, 190 вот таких случаев, когда люди подняли, они стоят в очереди. Сегодня выстроен целый ряд, скажем так, стоит ряд, когда люди будут первый, второй, третий достать 90-го, когда они будут получать, но тем не менее, вот уже сегодня канцлер права наталкивает государство и правительство, дает пояснение о том, что вот это надо сделать. Ну и, конечно, вопрос очень серьезный, который сейчас, если кто следит за прессой, кто смотрит за тем, что публикует пресса, это, конечно, закон Метсосиадус, это закон о лесе и вот защите, опять же, природы, некоторые параграфы. Вопрос идет о том, что вот эти ельники, которые сегодня, значит, предлагаются правительством и Министерством охраны окружающей среды, эти ельники, сегодня их всего, я сейчас вам точно скажу, вот то, что попадает, 4200 гектар земли, о которых идет речь, если они попадают под вырубку, то сегодня по установившемуся закону нельзя раньше, чем 80 лет стоящие деревья, раньше, чем они достигают 80-летнего возраста, ну, что ж, мы иногда так проезжаем, смотрим, я тоже раньше думал, вот сегодня идет вырубка, например, да, скажем, рядом с дорогой совсем, такое сразу возникает чувство, а почему же, например, рядом с дорогой и хотя бы какую-то зону строить. Вот эти годы, которые я работаю в комиссии по охране окружающей среды, я хочу вам сказать, что очень много дало в плане это понимания, что же происходит в наших лесных массивах. Ведь фактически лес тот же, как и человек. Он живет, достигает своего раннего возраста, потом он доходит до какого-то состояния, когда говорят кюпсис, то есть вот он уже готов для того, чтобы он в экономическом плане дал бы какой-то результат, если ты спилишь дерево и отправишь его на лесопилку или там получать какой-то материал. И вот сегодня ситуация складывается с этими ельниками, что вот 80-летних только. Но ведь 80 лет для этого дерева уже такой старческий, будем как и для человека в переводе означает тоже, он уже начинает подгнивать, он начинает уже меняться в текстуре. И поэтому сейчас, вот, несмотря на то, что очень многие сегодня как-то каждый пытается рассказать об этом, сегодня эта цифра снижена до 60-70 лет. То есть вот. Это не значит, что 60 лет им надо снимать. Вот хозяин леса, частный или, скажем, государственные РМК предприятия, они могут этим заниматься, но тем не менее сейчас вот сегодня этот вопрос стоит в повестке дня, какой же лес снимать. И вот я хочу сказать, что из этих 4200 гектар, которые стоят, 3000 гектар принадлежит государству и 1200 гектар принадлежит частному владельцу. И второй вопрос – это лагерь рая. Это не что иное, как сплошная вырубка. Сегодня не обязательно это производить, можно будет делать выборку, контрольную выборку, собственно говоря, деревьев. Тут предлагается, два таких метода, которые даст возможность хозяину леса рассматривать вопрос. Министерство предложило, мы это все рассматриваем, и в комиссии смотрели, очень много встречались, много недопонимания. Более того, на этой неделе в комиссии прошла интересная встреча, по-моему, в понедельник, прошла интересная встреча о том, с хозяевами, физическими лицами, хозяевами леса. Есть объединение, так называемое объединение владельцев частных лесов. Но самое интересное, что многие туда не входят. И вот когда начинается на комиссию, пришли масса бумаг, мы рассматривали где-то часа полтора эту тему, смотрели,
конкретно они говорят, что вот государство должно выделить как можно больше денег для того, чтобы мы бы знали, что мы со своим лесом будем. И тут же сразу же на комиссии есть представитель вот Союза владельцев частных лесов, он и говорит, ну вступайте в наш союз, в принципе, у нас есть консультанты, мы вам все расскажем. Стоимость вступления, значит, годовой взнос 10 евро. 10 евро становится преградой. Я понимаю, конечно, когда вокруг дома там какой-то гектар или там какие-то маленькие лесные хозяйства, лесное хозяйство осталось или лес остался вокруг этого, может быть, это не стоит больших сделок, но сделок по этому, но для того, чтобы с этим лесом что-то сделать, нужно иметь знания по ныне действующему законодательству Евросоюза и государству, поэтому вопрос такого некоторого интересного характера. Но я чувствую, что мы можем тут по всем вопросам дальше двигаться. Да, вот я, наверное, остается. вам еще только скажу о том, что от министерства было сделано предложение создать инфосистему. Ну, вот она называется Коткас. Она будет работать в том смысле, что будет четко в системе, за что будет отвечать министр охраны окружающей среды. Он будет четко отвечать за то, что будет сделано, например, с разрешением на вид деятельности по природоохране, по лесу или по другим каким-то. И последний вопрос, который действительно имел очень много вопросов от, кстати говоря, партии Хакаляк из фракции реформистов, поскольку он казался как раз с этого вопроса, который алкогольной рекламы и вот закон об алкоголе сиадус, рекламе сиадус. Ну вот закон, который регулирует продажу алкогольных напитков и рекламы. Но никто иной, как у нас министр Евгений Осиновский, по-моему, стоял около 2 часов перед депутатами на эти все вопросы. Очень амбициозно многие говорили о том, что это тормозит экономику развития. На что, конечно, министр, мне кажется, здесь очень правильно поступал и говорил о том, что это прежде всего здоровье людей. Если мы сами не хотим ничего сделать, чтобы у людей было здоровье, то что мы говорим? И вопросы, связанные, наверное, остался в долгу. Это вопрос не что иное, как вопрос то ли сиадус, то есть закон о таможне. Здесь регуляция идет как раз требования, которые распространяются на Европейский Союз, и, значит, конкуренция сиадуса мутмели, закон о конкуренции, который предвещает, в общем-то, значит, дает вопросы, который даже, кстати говоря, должен был принят 27 декабря прошлого аж года, и вот он затянулось, правительство затянуло, поэтому этот вопрос тоже рассматривался в первом чтении, и никто иной, как министр юстиции, докладывал, что же будет с этим законом о конкуренции, потому что есть картельные сборы, есть и монопольные, в принципе, вопросы с монопольного движения, поэтому здесь в первом чтении, я думаю, что если какие-то будут интересные моменты, мы в следующих передачах наверняка сможем с вами об этих темах говорить. Так что я очень быстро, коротко о проблемах, которые связаны с действием парламента на этой неделе. Спасибо. Я чувствую, что я успею задать всего один вопрос, поэтому хотел затронуть тему, которая важна для жителей Кохтла-Ярви, тему международного конкурса академического вокала, который сейчас проходит в Кохтла-Ярви. Это один раз в год проходит у нас такое мероприятие, очень большое, очень для нашего города, но оно вообще, так сказать, заметное даже на международном уровне, связанное с искусством, и поскольку вы с этим с самого начала с этим конкурсом были связаны, с его организацией до сих пор связаны, вот несколько слов об этом, пожалуйста. Ну, очень приятно, что 12-13 практически лет назад, наверное, раньше было принято такое, или обсуждался вопрос, и было принято, и мое предложение Ольги Павловны Бондар, которая ведет большую работу в Таллине, о том, чтобы создать какой-то конкурс, который бы отражался, что ли, либо отличался от тех конкурсов, которые проходят в Эстонии. Это очень здорово, когда у нас есть конкурс в Нарве, например, там конкурс Шопена, да, то есть музыки это дело. И что-то хотелось такое, что чего нет, но чего очень достаточно сложно. И жизнь показала, что первые 10 лет на раскачку практически и пошло. Конечно, вот академический вокал – это достаточно сложная ситуация, ведь не в каждой музыкальной школе, художественной школе этим занимаются, поэтому академический вокал, он имеет свою программу, свое жюри,
причем жюри должно быть достаточно квалифицировано, которые выступали на больших сценах, которые преподают и которые выступают сегодня, еще сегодня выступают на сцене, поэтому хотелось вот такой конкурс провести. И мы с ней достаточно долго обсуждали и приняли решение о том, что вот ограничение по возрасту, во-первых, будет, это до 20 лет, это во-первых. Во-вторых, мне очень хотелось, чтобы наши местные музыкальные школы, те, кто занимается музыкой, те, кто занимается вокалом, у нас достаточно много хореографов, и хороших хореографов. Сегодня, слава богу, второй год уже объединение хореографов Северо-Востока работает. У каждого свой коллектив, каждый ведет свою программу, но тем не менее мы уже несколько таких больших мероприятий совместных проводили. И я думаю, что вот такие фестивали по хореографии будут продолжаться дальше. Здесь несколько другая тема. Тема академического вокала, это требует достаточно серьезной подготовки, и очень было, как бы сказать, может быть, первые годы непонятно, например, почему, ведь фактически это делается или создавалось для того, чтобы местные наши преподаватели музыки, пения, они бы участвовали в этом. Все боялись очень, первые 5 лет была достаточно высокая планка, приезжали, это международные, приезжали, и помню, и Минск, и тут и Азербайджан, и тут и Ереван. Они сейчас приезжают. Со всего, да, мест мира приезжают, и что очень отрадно, потому что это уровень, на который бы ориентировались. И что отрадно очень, что последние 3-4 года, вот благодаря этому конкурсу, у нас сегодня появлялись достаточно интересные звездочки, которые выступают в Санкт-Петербурге, выступают в Москве. Я имею в виду местные дети, которые выступают и которые с честью защищают и получают дипломы лауреатов на международных конкурсах, выезжая уже за пределы. Поэтому очень приятно, что вот несмотря на то, что трудности и границу, надо визу получить, проехать, и надо с проживанием, но тем не менее все едут сегодня уже зная, и последние годы, что очень отрадно, у нас очень приезжают по Эстонии много. Это и Тарту, это и Таллин, это и Нарва, это и местные Кохтла-Ярские, Ихевские, тут назовем так, Силомяйских, люди, которые работают в этом регионе. И мне очень приятно, что вот такой вокальный у нас проходит фестиваль. И это всегда праздник, потому что 2 дня проходит прослушивание, и жюри под руководством Ольги Павловны Бондар, я могу называть все жюри, когда лауреаты международных конкурсов, и та же Ольга Сосновская, например, сегодня в Сыктывкаре поет, в жюри входят, и люди, которые представляют и Санкт-Петербург, и Москву, в жюри отрабатывают. Я вчера заскочил просто так поздороваться после того, как Сталин приехал, жюри подводило итоги, там действительно очень серьезная работа, потому что надо выделить все нюансы и поставить именно точку над мастерством, над вот именно уровнем исполнения этого ребенка. Это всегда очень ответственно, потому что это ребенок, и можно как-то похвалить, а можно ведь сказать о том, что вот ты не дотягиваешь, но это должно быть сделано корректно. И несколько раз было, что у нас не было, например, не выделяли никого на гран-при, потому что это было пару раз, правда, но когда главный приз, например, получает, чтобы это было действительно достойно. И мне очень приятно было, что вот предыдущий год у нас гран-при уехал, например, в Ригу, потому что девочка великолепна, она была любимицей всех, кто был на этом конкурсе. В прошлом году очень хорошо выступили представители Тарту, но вот я сейчас не могу сказать, каковы же результаты будут вот этого конкурса, но буквально узнаем, потому что этот конкурс будет, или точнее сказать, подведение итогов, жюри будет в субботу в 12 часов, вход бесплатный, приходите, вот тот, кто приходит, может быть, первый раз, он как-то заражается этим, приходит все время становится публики больше и больше, казалось бы, академический вокал, но тем не менее, это что-то подобное, когда проходит фестиваль, например, Изабеллы Юрьевой в Таллине, да, финально Ольга Павловна, поскольку она руководит и этим конкурсом в Таллине, и финальная часть всегда проходит в Кохтла-Ярской городском доме культуры, и я помню те встречи, которые были, когда объявления повсюду расклеивалось, и говорит, приходите на конкурс, значит, итоговые выступления лауреатов конкурса Изабеллы Юрьевой, русского романса. Ну, в зале
на первой встрече, я честно скажу, хоть ты хоть под землю провались, например, что на сцене было артистов больше, чем в зале. Сегодня вот за это протяжении уже 10 лет настолько трансформировалось, настолько много уже поклонников этого конкурса, и многие уже подходит май, конец мая, и в этот году будет тоже в конце мая вот этот конкурс, итоги конкурса, конкурсный концерт будет, и уже все спрашивают, а какого числа? Ну вот немножко надо дождаться, спросить, наверное, Ольги Павловны, и говорить о том, что концерт будет в конце мая, и будем подводить итоги. Вот здесь у нас и зал практически всегда полный, потому что люди в конце концов поняли, или точнее сказать, потихоньку поняли о том, что это красиво, что это здорово, что приезжают участники, конкурсанты приезжают со всего, ну, то, что с северо-запада России, это правда, и то, что приезжают и, скажем, других и государств, из того же самой Белоруссии, там, Латвии, Финляндии, Германии бывает. Конкурс год на год не приходится, но это всегда красиво. Поэтому я приветствую такие мероприятия и надеюсь, что они будут продолжаться. И очень в некоторой степени, когда ты смотришь, скажем так, на критику того, что происходит, читаешь средства массовой информации о том, что в Кохлояре, ну, скажем так, надо бы пересмотреть все, что происходит. Но приходите, посмотрите, что происходит, а потом сделайте вывод, происходит что-то в Кохлояре или нет. Это, опять же, возвращаясь к демократическому государству, у каждого свое мнение. Я высказываю свое. Спасибо. Спасибо. А часы показывают, что время нашей передачи на сегодня истекло, и даже мы несколько вышли из своего регламента, но ничего страшного, уважаемые телезрители, до свидания, всего вам доброго. Всего вам доброго, до свидания.